Все, идем. Осторожно, бицепсы не разорви. Меня зовут Игнат Чумчаев, я являюсь кроссфит-атлетом из Республики Саха-Якутия, город Якутск. Кроссфитом я занимаюсь с 2014 года, уже почти 5 лет. Участвовал на Большом Кубке 2017 и 2018. Вхожу в топ-40 кроссфитеров России по результатам опенов. Кроссфит привлек меня своей многогранностью и функциональностью. В кроссфите есть все базовые виды спорта. Это пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, гимнастика. Я в студенческие годы занимался плаванием и пауэрлифтингом, поэтому сразу попробовав кроссфит в 2014 году, понял, что этот спорт подходит для меня и начал заниматься, стало получаться. Занимаясь кроссфитом, я становлюсь сильнее, выносливее, быстрее. Человек в кроссфите развивается всесторонне, становится выносливым, сильнее, ловким и быстрым. И помогает в сложных жизненных ситуациях. Даже в чрезвычайных ситуациях человек может сам себя спасти, быстро убежать, быстро кому-нибудь помочь, что-то поднять. Поэтому этот вид спорта необходим для каждого человека. Флаг взяли, да? Наверное. Все, идем. На первую тренировку мы сегодня приехали. Берем наколенники, штангетки оставляем. Чумчаев. Сегодня легкая тренировка будет. Больше кардио. Интервалки сделаем, подышим. Коля, как самочувствие? Отлично. Перелет нормальный, да? Перелет нормальный, но трудновато. Давно не летал. Вот и пришли. Первая тренировка. Вход через бёрпи. Вот ради чего мы приехали с далекой Якутии. Урал Атлетик Челлендж 22-23 июня. Добро пожаловать! Федор уже тренируется, да? Я вовремя. Здорово, Максим. А, пропускаешь, да? Я не участвую, я в организации. Не помягче, чем на салу, да? Помягче немного. Но он мне меньше нравится, потому что у него разлет ручек больше. То есть у салта вот примерно разлет, а у этого разлет вот такой здоровый. А ты как бы энергию производишь, вот когда вот так вот прокручиваешь. То есть это движение вот как бы лишнее получается, большое. Мне вот оно не нравится. Но на самом деле на спринты лучше асалу, по такую долгую херню без разницы.
Как самочувствие, Игнат, после перелета? Ну, слабовато. Восстановимся через 2 дня. И в субботу уже будем готовы, наверное. Урал Атлетик Челлендж – это наш уральский турнир. Мы начинали его как некая тусовка энтузиастов. Участвовали люди, которых мы лично знаем. Это было мероприятие для наших атлетов, для нас. То есть оно было достаточно домашним, таким аутентичным. Но с каждым годом росла география, росло присутствие, участников становилось все больше. И сейчас это уже достаточно крупный, взрослый и престижный турнир. В этом году у нас будет порядка 500 участников, у нас будет много категорий, команды. Впервые мы вводим категорию Scaled, то есть у нас есть группа Б, группа А, и мы видим, что внутри группы Б уже появилось расслоение. То есть есть совсем новички, кто хочет себя попробовать, а есть уже опытные атлеты, которые по какой-то причине не переходят в А. Ну и мы сделали отдельную категорию, чтобы именно новички могли себя там попробовать и испытать. Турнир будет проходить 2 дня, это будет 2 площадки. Впервые мы работаем на 2 площадках. Мы все свои силы, время туда вкладываем, и мы ждем, что это будет очень крутое мероприятие. Тем более, что в этом году нету большого кубка, и много сильных атлетов приезжают к нам. У нас уже нету такого статуса местечкового турнира. У нас есть достаточно сильные атлеты из Москвы, из Петербурга, из Сибири. Вот приехали вы, ребята, из Якутска, нам это тоже очень приятно, что вы нас посетили. Ну и мы надеемся, что вы останетесь с самыми лучшими впечатлениями. Но мы не планируем делать прямо супер турнир российского масштаба, потому что все-таки наш основной запрос это именно как бы такой хороший региональный турнир, но не всероссийский. Потому что если мы сделаем всероссийский турнир, то скорее всего придется делать какой-то дополнительный турнир для людей, которые пока еще не могут попасть туда, но хотят соревноваться. В общем, мы чувствуем себя комфортно в своей нише и работаем в ней. Че, Коля, выспался? Да, Как самочувствие? нормально. Сегодня будет легкая тренировка, растяжка, раскатка. Потом завтра отдых. Ну и что-нибудь поделаем. Мы идем в кроссфит Ура сегодня. Это тоже сказали, что хороший зал. Не знаю, что аффилированный, но Федор сказал, что это хороший зал, и мы сегодня сходим в кроссфит Ура. Ура, товарищи! Ура! Ура! Привет! Скажи привет! Привет! Для полного ощущения решил сделать первый комплекс атлетов группы А. Попробуем сейчас, что будет. Самые лучшие ощущения после комплекса. Жестко. Байк очень сложный, надо терпеть. После байка двойные очень тяжело идут. На десерт уже бёрпи через штангу. У меня время за 35 минут крышку. Я успел сделать еще 44 бёрпи через штангу. Как ощущения после первого ивента? Пока еще пробный. Комплекс первый попробовали. Отлично. Дома за сколько ты сделал? За 31, 30 делал, здесь 32. Но байк другой, стиловский. Мы на асфальт-байке тренировались, поэтому чуть-чуть по-другому едет. Передний плечо забивать. На бёрпе. Оба плечи, да? Да. Угадайте, куда мы пришли? Ауч! Местный небоскреб Высоцкий. Дали билет на посещение музея Высоцкого. И вот он какой, примерно так. Сегодня мы находимся в зале Ратиборец.
Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Как настрой на завтрашний день? Да отлично. Сначала личка, потом команды. Посмотрим, что из этого выйдет. Вам удачи всем. Спасибо. А в каком виде вы считаете себя, ну, лучше, да? Комфортнее, скажем так? Ну, конечно, со штангой. Будет силовой комплекс, вот там можно будет блеснуть. Удачи вам! Вам тоже. Сегодня 21 июня, завтра, послезавтра турнир начинается. И сегодня регистрация. Здравствуйте. Здравствуйте. Осторожно, бицепсы не разорви. Здравствуйте. Что, участвуете, да? В какой категории? Я в Скалет. Вы же вчера все снимали. Нет. Сегодня Тейпирования еще не было. Тейпирование за сутки. С Новосибирска? Сколько лет в кроссфите? О, блин, ну года 3, наверное. А с Новосибирска как добирались? На машине? Самолетики. А с Новосибирска вас много? Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. 7 точно. 8. 8, наверное. И ваше самое нелюбимое упражнение в кроссфите? О, боже, байк. То, что вы сейчас делаете, да? Маленькие пальчики пишут. Долгуяшечки, волновашечки. Коля не спал. Вот мы и приехали. Первый день. Пробки начинаются здесь. Прошли проверку. Заходим в зал. Юлия. Привет. Слушай, вчера вообще заболталась, не успела тебе ответить. Да, Филиппов Николай Семенович. Николай, где вы спать? Как это говорит? Спасибо. 9. У вас эмочка, пока я несу вашу футболочку, пожалуйста, распишитесь в ее получении. О, тетка. Урал Атлетик Челлендж. Большемерка, да? Ребята зарегались, получили свои футболки. Отле. Опа-на. Четко же. Уху. Вот мы на месте. Баннер для фотосессии. Это у нас зона разминки. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Как отдохнули? Хорошо. Хорошо, ага. Он сказал Ленин, греческий. Я вот всем рассказываю, все не верят. Я говорю, там якуты приедут. Я говорю, вы только не обращайте внимания, они больше на якутс похожи. Все ржут стоят. В смысле якудзы? Я говорю, ну они пиздец, говорю, опасные типы. Они такие, что такое? Я говорю, да один сел, говорит, калории грести. Греб. Я подхожу к нему через 20 минут. Сколько сделал? Он говорит, 100. Это про тебя. Знаешь, что, говорю, вы не ссыте. Мелкого, говорю, нечего бояться. Он большой, говорю, стрёмный. Он быстро сделал. Через 10 минут мы добавили построение участников. Поэтому просьба уже всех участников. Осталось только положить личику на этот радио. Всем удачи! И через минуту ПВ женщин. Лызина Дарья. Неимовина Марина.
нету, сегодня, говорю, нет волнения. Не строю, знаешь, больших каких-то планов. Выступить, выложиться, один комплекс. Дальше посмотрим. Как настрой? Деньги. Сливать не Вообще ветеран. Ветеринар, блядь. Берпи через штангу. Скромный, красивый, тренирован. Лысый, волосатый. Сафин Александр переходит. Разберки самбо. А также его рисовое детей, которые, видимо, тоже будут разбирать спорт. За 10 минут сделал Игнат 150 берпи через штангу и переходит на байк. Ребята вообще не вспотели. 200 калорий нужно сделать.
Заканчивает 29-40. Поздравляю, красавчик! Вот это ребят. 32-20. Экраношка var da. Benim katta. Ha, söp. Надо было быстрее делать. Что, проебал очки? Завтра надо будет поработать. Почему-то только правая нога села. На левой прыгал. Все 300 двойных. Завтра будем рвать. Ребята делятся своими ощущениями. Давай, Коля! 1 носок перекладине, до груди, носок перекладине, до груди. И таких 3 повторения. И идет рвать. Рывок плюс оверхед присед. Хорошо. Есть. И ждет следующую минуту. Товарищ судья. Есть. 60 килограмм. Есть. 55 килограмм. Есть. 70 килограмм. Николай завершает сегодняшний, ну вообще турнир. Сколько ты рванул? 75, да? Да, и на следующий раунд уже заходит 12, только 12 человек, да? Первый комплекс закончили. Результатом не очень доволен. Свело одну ногу. Икроножку, да? Икроножку свело. Поэтому 100% не выложился. Процентов на 85-90. Мог улучшить время на минуту-полторы, наверное. Лучше должен был сделать по-любому. И, ну ничего, все равно. Зато завтра будут силы, чтобы сделать еще 3 комплекса. Думаю, все, что происходит, это происходит к лучшему. Вселенная помогает. Поэтому не отчаиваемся и завтра будем биться жестко. А те, кто сегодня на 100% выложились, им завтра будет тяжело восстановиться, да? Те, кто сегодня, да, 100% выложились, им будет тяжело восстановиться. Тем, кто давно выступает, они, я думаю, смогут восстановиться 100%, потому что за плечами опыт. Все равно кроссфит — это опыт. И чем больше у тебя стартов, тем ты набираешься опыта. И по восстановлению узнаешь много нового и много новых способов восстановления, методов. И поэтому, я думаю, они завтра покажут тоже свой максимум. Но мы тоже не будем отставать и будем догонять их. Первый комплекс
пошло так, как пошло. А на втором комплексе уже, конечно, без шансов было до 100 килограмм. Но я хотел сегодня 80 порвать. Но должен был порвать, но не получилось. 75 только пошел, да? Да, пошло только 75. Ничего, доволен результатом. А вообще у тебя какой старт по счету? В этом Четвертый, году да? Первый, но последний у меня был в 2017 году. Это было на Айдол Россия Драган. В категории скайдинг. Все. После этого у меня были опыты. Какие уроки для себя извлек и над чем будешь дальше работать? Пахать надо, пахать. Все равно надо просто пахать во всех аспектах. Тяжелую, да, тяжелая атлетика. Сегодня, конечно, маловато. Ничего, прибавим. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня второй день соревнований. У Игната 3 комплекса. Как самочувствие после вчерашнего? Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня второй день соревнований. Как самочувствие, Игнат? Самочувствие отличное. Почти проснулся. В 8 утра мы на брифинг пришли. Сегодня будем делать 3 комплекса. Первый комплекс делится на 2 части. Это будет как 2 раздельных комплекса. 3-повторный максимум на рывке, потом гребля и выходы на турнике. Мы попробуем показать свой максимум, пробиться в топ-10, пока 19 место по первому комплексу. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Расскажите про организацию данного турнира. Это на самом деле колоссальный турнир, и что хочется отметить, здесь огромное количество людей, огромное количество новых людей. Обычно приезжаешь на соревнования, и те лица, которые там есть, они тебе знакомы. Здесь огромное количество людей, просто которых мы видим первый раз, и это такой очень хороший плацдарм, очень хорошее будущее для атлетов. Я представляю клуб Red Yard, я тренер клуба Red Yard, и у нас 3 девочки участвуют в личном зачете в группе А. Вчера выступали очень достойно. Аля выиграла первый комплекс, пока лидирует Альбина Бадеева. Таня Голицына в серединке 9-е место закрыла, и Оля Огнева. Но Оле Огневой было достаточно тяжело, это у нас высокий атлет, которому прыгать бёрпи просто по времени очень долго получается. Нормально, достойно выступила, занимает сейчас 14 место. Сегодня новый день, задание очень интересное, будем смотреть. Турнир супер. Знаете Чамчаева Игната? Да, Игнат красавчик, но Игнату надо чаще соревноваться, и у Игната есть такая вещь, ну может быть это его тактика, он начинает так, как будто ему надо всех вот в самом начале разорвать в клочья, и порой на концовку немножко не хватает. Но очень выносливый атлет, очень перспективный атлет, очень приятно за ним наблюдать, желаю ему всегда удачи. На самом деле, Игнат, болею за тебя. Первый раз увидел 2 года назад в Новосибирске, был удивлен, потом увидел его на Большом Кубке, и на Большом Кубке он выступил тоже очень достойно. Красавчик, красавчик. Чего не хватает, чтобы для развития кроссфита? Специалистов, которые бы преподавали, по большому счету. То есть тренеры, да? Да. Угу. А помимо тренерской работы, какие-нибудь социальные, ну, что-нибудь направленные мероприятия, что ли? Конечно, нет, но турниры порождают чемпионов. Нет турниров, нет людей. Соответственно, нужно на месте проводить турниры и желательно. С другой стороны, знаете, такая палка о 2 концах. Можно проводить турниры с людьми, которые не имеют никакой подготовки, и они так и будут соревноваться в что-то подобие веселых стартов. Но тем не менее, с этого может начаться ядро. То есть это долгий путь, не 1 год. Желаю кроссфитерам заниматься кроссфитом. Я желаю всем здоровья, я желаю всем не получать травмы, я желаю всем любить своих близких, ценить отношения, которые у них есть, не предавать и не быть преданным. Кстати, радостная новость. Наконец-то я купил рекордер
фирмы Zoom H1N. Отныне будет очень хороший звук, надеюсь. Коля помогает Игнату разминаться. Идет брифинг. Сколько планируете порвать? Ну, начну 115, а там как пойдет. Посмотрим, благодарю. Сначала не понял, но понял. Давай, Игнат. Хорош! 85 пошел нормально. Василий Максимов, мастер спорта. Доволен? Нет, недоволен. Судья ошибся в судействе. Чем ошибся? Греблю не передвинул, она не предупредила меня, что надо греблю передвинуть. А на втором раунде я передвинул 2 отрезка, потому что я первый не передвинул. А она меня заставила обратно передвинуть 1 отрезок. И еще стоит, мешается мне. Локтем задеваю ее, скорость падает. Все время торопит меня, чтобы я начал комплекс. По идее, я сам решаю, когда начинаю.
Короче, все говно, блядь. Я мог бы быстрее сделать. Из-за этого сбился и последний выход не смог сделать. Вот отстой, короче. Подход. Он сначала сотку поставил, потом 95. Сотку 2 раза не взял. Потом 95 тоже не взял. Сейчас 90 поставил. И берет. Баг, да. Есть, да? Какой? Какое место? А вместе Бадахта просто по заходам записали. Сегодня у нас участвует более 500 атлетов из 70 городов и 175 клубов России и СНГ. В чем заключается сложность проведения таких турниров? Сложность, пожалуй, учесть все мелочи и быть готовым к масштабу, потому что когда очень много участников, еще больше зрителей, это возлагает некую ответственность и объем нашей скромной командой прокачать довольно сложно, но мы стараемся, надеемся, что у нас получается и всем все нравится. Euro Athletic Challenge проходит 8-й год подряд, организуем его с 2015 года, и состав нашей команды не изменен. Чтобы CrossFit активнее развивался, пожалуй, нужно все больше популяризировать просто сам по себе спорт и здоровый образ жизни. То есть на уровне государства внедрять привычку заниматься спортом, фитнес-клубы, хорошее питание и отказ от других привычек. Ну и что как можно больше людей уже, которые занимаются кроссфитом, рассказывали, советовали и втягивали своих друзей, окружающих людей, сотрудников, коллег и прочее. Пожелание все так же любить кроссфит, видеть в нем все больше новых граней и атлетам, конечно же, успешных выступлений, чтобы их планы, их надежды, они воплотились.
لها طب هو انت حرقت ترى طب انت حابب بقى انا اما команды
машина, колу. Воду можно. Крекер с женой и кока-кола. И все это бесплатно. И... Привет. Как вам турнир? Все отлично, очень понравился. Классная атмосфера на этом турнире всегда. Всегда рад повидать людей, которых вижу только на кроссфите. Этот турнир я снимаю уже 4 года, по-моему, точно. Вот, поэтому для меня сюда приехать всегда в радость. Яна Хомутова, как будто это моя мечта. Я хотел всегда попасть на CrossFit Games, и Яне это удалось. Расскажи, как это было? Ну, во-первых, сначала я поехал на региональное, то есть это был первый опыт такого участия именно в CrossFit-соревнованиях международного масштаба. Вот, и дальше так получилось, что мне дали приглашение на CrossFit Games поехать как фотограф от CrossFit Россия. Вот, и, собственно, вот мы в прошлом году съездили в августе. Вот, это были мои первые игры. Вообще круто. Это в прошлом году, да? Да, в прошлом году, да. А как аккредитировалась? Сама или как? Ну, через CrossFit Россия. Что мне нужно сделать для того, чтобы попасть? Можно им... Если так, пошагово? Ну, пошагово. Ну, это, во-первых, надо постоянно снимать кроссфит, надо себя проявлять, чтобы были фотографии, которые соответствовали бы именно кроссфит, того как уровня, как это снимать в Америке. Вот. И, соответственно, там уже непосредственно можно написать в медиакоманду CrossFit HQ компания, и там они уже будут рассматривать заявки, то есть пригласят. Самое яркое, что вспомнилось из 2018-го CrossFit Games? Ну, не знаю, там сами соревнования шли 5 дней, и, по-моему, это все 5 дней были самые яркие, потому что был первый опыт. Вот, было интересно все безумно, то есть и площадка, и люди, и атлеты, естественно, которых постоянно видишь только где-то в интернете. Вот, там ты их прям воочию, вживую, то есть ходишь мимо них, то есть это было очень круто. То есть каждый день были эмоции. Топовые звезды, да? Да. С кем фотографировалась, если не секрет? Ну, самый желанный кроссфитер, который с кем ты бы хотела, да? Энит Торисдотер. Да. А из мужчин? А из мужчин ни с кем. Остальные не в счет, да? Да. В Америке это первый раз ты была? Да, в самой Америке тоже первый раз, мне очень понравилось. Это достаточно, ну, это другая страна, другой мир, в отличие от России. Вот, как бы, по возможности рекомендую всем там побывать, потому что действительно есть на что посмотреть, вот, на поведение, на то, как построены города, то есть там все очень интересно. А с атмосферой Америки, вот CrossFit Games, нынешние, ну, местные российские турниры подходят к этому или далеко-далеко? Ну, смотря что сравнивать. Если сравнивать непосредственно с саму организацию CrossFit Games, то понятное дело, что она достаточно очень высокого уровня, то есть это международные соревнования. Вот, там очень много спонсоров привлекают, ну, как бы и площадка огромная, просто огромная, это как отдельный мини-городок. Вот, а если брать какие-то городские соревнования, то я думаю, вполне себе как бы такого же уровня, то есть соответствует. В течение 5 дней в какой нагрузке вы работали? Каждый день с утра до ночи или как? Ну, у меня основная задача была снимать наших атлетов, которые там выступали, в категории мастера. Это Ираст Палкин и Лена Кулик. Вот, у меня первая очередность, я снимала только их. Вот, все остальное это уже по тому, как бы есть время, нету поснимать. То есть какие-то там промежутки были свободные, я могла уже ходить и снимать других атлетов. То есть изначально Риба CrossFit дает задание, кого-то надо сфотографировать, да? То есть прикреплять к каким-то спортсменам? Ну, те, кто от России ехал, да. То есть я как фотограф CrossFit Россия, да, я, соответственно, снимала атлетов, которые представляли Россию в первую очередь. А ночью, наверное, не засыпали, да? Фотографии обрабатывали? Ну, все это достаточно быстро было. То есть нет, ночью я спала хорошо, достаточно. Пожелания, ну, во-первых, развиваться самим, развивать этот спорт, потому что он безумно интересный. Вот, и, не знаю, ну, очень хочется, чтобы CrossFit России вышел на новый уровень, чтобы у нас были международные соревнования, чтобы к нам приезжали атлеты из других стран, то есть не только ближайшего зарубежья, но и из дальнего, чтобы у нас были звезды, на которых можно было равняться, посмотреть, как они работают, как ведут себя на площадке. То есть, как бы, хочется именно развития, вот, пожелать и атлетам, как личного, и организации, в принципе, всему кроссфиту в России. И последний вопрос. Вы сами занимаетесь кроссфитом? Конечно, да. В каком клубе? Клуб «Союз Кроссфит Москва». Спасибо. Пожалуйста. Аплодисменты! Владислав Кравчук, Москва, клуб «Зенит».
тебя с победой, с 4-кратной. Ты, оказывается, местный ричфронинг. Если только сравнивать 4-кратную победу его на геймсах с моим с Уралом, ну, можно сказать, что и местный ричфронинг. Какие впечатления тебе оставил этот турнир? Крутой, огромный и масштабный турнир с хорошими судьями, хорошей площадкой от компании U-Steel, с крутыми призами от компании Рибок. Мне очень все понравилось. Соперники достойные. Плюшкин, это был просто, я его боялся реально. Это сейчас действующий у нас такой топовый атлет в России, выступающий в Москве на функциональном многоборье. У них там своя лига. То есть я опасался его. Много хороших ребят, в принципе, приехало с России и ближнего, скажем так, зарубежья, это Казахстан. Да, достойное соперничество, я готовился на этот турнир, ехал с настроем именно повоевать. Когда и где будет твой следующий турнир? Чемпионат России, функциональное многоборье, я туда отобрался, в Москве, летом, 3 дня. Грубо говоря, негласный чемпионат России по кроссфиту сейчас там буду выступать. Пожелания любителям кроссфита, и фанатам немножко. Ребятки, просто занимайтесь спортом. Кроссфит это классно, спорт это еще лучше. Если вы шевелитесь, это уже хорошо. Если вы шевелитесь в кроссфите, то почет и уважение еще от меня. Подпишитесь на канал Максима Тихонова. Лайки, комментарии.